Совсем недавно прошли соревнования по бильярду и настольному теннису среди инвалидов в двух городах Дальнего Востока – Владивостоке и Хабаровске. Артур Габышев продолжит. Отметим, что турниры проходили в рамках автопробега, посвященного 70-летию Победы во Второй мировой войне. Для якутян эта поездка была успешной. У нас команда достаточно неплохая. У нас не было только чемпиона республики в нашей команде, зато выступали второй призер Манчар и Макаров и третий призер, которым стал я. Также у нас выступал Алексей Григорьев, который не смог выступить в чемпионате республики из-за того, что он участвовал в других соревнованиях в его время. Но зато он в чемпионате России по настольному теннису занял 6-е место. То есть можно не сомневаться, что в чемпионате республики он тоже оказался бы в призерах. Подобные паралимпийские соревнования имеют свои правила. В бильярде сначала всех участников делят на 3 группы с учетом того, как спортсмен держит кий. В настольном теннисе спортсмены используют общепринятые методы игры. Спортсмены с инвалидностью играют на тех же самых столах. Это паралимпийский вид спорта. Единственное отличие, как я уже сказал, что спортсмены классифицируются в зависимости от уровня поражения или уровня травмы, от уровня поражения спинного мозга, ну и вообще от уровня нарушений двигательного аппарата. А столы и правила те же самые. Единственное, существует правило подачи для спортсменов на коляске. Подача должна быть в зону, где человек может дотянуться руками. Мы сказали нашим приморским друзьям о том, что планируем автопробег в их сторону, и организация «Ковчег» достаточно скоротечно организовала соревнования. Общее расстояние автопробега составляет около 6500 километров. Якутск-Владивосток и Владивосток-Якутск. Ориентировочно он завершится в середине августа. Но участники не стали ограничиваться только автопробегом, а провели соревнования по бильярду, которое прошло в Хабаровске. Позже к автопробегу присоединилась и приморская организация инвалидов «Ковчег», которая организовала соревнования по настольному теннису. Несмотря на то, что участники не были подготовлены, они выступили достаточно неплохо. Наша команда, хотя ехала без особой подготовки, но в достаточно крепком составе. В принципе, я думаю, что мы в основном были в равных условиях, потому что точно такой же подготовки не было и у других команд, такой специальной. Соревнования были организованы в очень короткий срок. Организаторы турнира надеются, что в будущем он станет традиционным, и Якутск станет неотъемлемой частью соревнований. Артур Габышев, Василий Слепцов, НВК СХ, Якутск.